Здравствуйте, это программа «Структура момента» в Республике Коми. Я ее ведущий Валерий Фадеев. Обычно я веду программу «Структура момента» в Москве на Первом канале. Сейчас с коллегами с телеканала «Юрган» мы решили сделать серию программ здесь, в Сыктывкаре, в Республике, о самых насущных проблемах, которые беспокоят, волнуют жителей Республики. Это будут программы, серия программ выходит, вы уже первую программу видели, под общим названием «Качество жизни». Жилищно-коммунальное хозяйство, цены на услуги, жилье, то, что мы обсуждали в прошлый раз. В этой программе будем обсуждать медицину, здравоохранение, цены на лекарства, зарплату врачей, медсестер, кадровые проблемы, проблемы качества медицинского обслуживания. Мы должны не просто обсуждать эти проблемы, мы должны вместе искать способы их решения. Сегодня в нашей программе принимает участие Дмитрий Борисович Березин, министр здравоохранения Республики Коми. Здравствуйте. Ольга Викторовна Савастьянова, руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта в Коми. Здравствуйте. Ольга Николаевна Лебедева, главный врач Республиканского перинатального центра. Здравствуйте. Андрей Вадимович Кораблев, заведующий отделением Республиканской детской больницы. Добрый день. Добрый день. Татьяна Анатольевна Козлова, директор благотворительной организации «Силы добра». Здравствуйте. Здравствуйте. Григорий Александрович Максимов, заведующий неврологическим отделением городской больницы Сыктывкара. Коллеги подготовили небольшой сюжет. Давайте начнем с него. Медицина у нас уже много лет в стадии реформирования. Задача сделать ее не столь обременительной для государственного бюджета, при этом не растеряв положительные черты бесплатного медобслуживания Советского Союза. Модного слова «оптимизация» теперь, к примеру, уже стали побаиваться многие сельские жители. Не просто так, конечно. Чего только стоит история с Земстанским круглосуточным стационаром, некогда имевшим 25 коек, но после закрытым. Или ситуация со Сторожевской больницей, которую присоединили к Карткиросской и вынудили пациентов ехать за медицинской помощью за 50 километров. Благо на проблему обратил внимание президент, четко дав понять, на первом месте доступность медицинской помощи, а не оптимизация. Еще одна, возможно, самая острая проблема отрасли — кадровая. Укомплектованность врачами в Коми чуть больше 50%, при этом треть медиков — люди пенсионного возраста. Они бы и рады уступить место молодежи, тем более, что колледжи республики выпускают нужных специалистов, но заменить ветеранов по сути некому. На сегодняшний момент в Республике Коми существует 3 медицинских колледжа. В среднем 260-280 выпускники этих колледжев не идут работать в лечебные учреждения государственные, а устраиваются в коммерческие организации. Поэтому есть такое предложение закрепить медицинские кадры и, соответственно, чтобы было распределение. Но это нужно делать на законодательном уровне. Несколько снять остроту проблемы помогла программа «Земский доктор», в рамках которой врачам, прибывшим в село, выдавали 1 000 000 рублей подъемных. Ее региональный компонент позволил платить подъемные по 350 тысяч и фельдшерам. В итоге в Коми приехали несколько десятков медиков, но кадровый дефицит остался. Решить его намерены за счет предоставления жилья врачам, а также подготовки собственных кадров. В Сыктывкарском университете не так давно открылась специальность «Лечебное дело». Под занавес прошлого года всплыла еще одна проблема. Государственные аптеки Коми начали закрывать филиалы на местах. Они оказались убыточными и едва не потопили предприятия. Для жителей малонаселенных или отдаленных сел и деревень это означало одно – ездить за препаратами им придется за десятки, а порой и сотни километров. Вмешаться в ситуацию пришлось правительству. Аптечные пункты начали снова открываться, ассортимент в них стал получше, но о полном выходе из кризиса говорить пока рано. Есть в отрасли и много других проблем, пусть и не таких масштабных. Врачам на местах не хватает транспорта, реабилитация больных часто остается только их собственной заботой. Высокотехнологичное оборудование есть далеко не везде. Однако и достижений достаточно. Смертность от онкозаболеваний в Коми стала ниже, в регионе развивается паллиативная помощь, хирурги республики научились делать уникальные операции, и теперь пациенты из других регионов едут к ним за лечением, а коллеги за опытом. Каждый год наши врачи становятся победителями всероссийских конкурсов, что еще раз доказывает, эскулапы республики работают и добиваются результатов. Очень важно, что этот сюжет закончен на позитиве. Обратите внимание, что отношение населения и журналистов к врачам остается позитивным. Это очень важно. Президент Путин несколько лет назад поставил задачу добиться, чтобы заработная плата медицинских работников росла, существенно выросла. Врачей, медсестер и в среднем была, и выше была, чем в среднем по субъекту федерации. Дмитрий Борисович, какая зарплата в Республике Коми?
в среднем диапазон у врачей и медсестер? В среднем у врачей 58 тысяч рублей. У средних медсестер медработников 33,5. 33,5. И 58 тысяч это выше, чем средняя зарплата по республике в целом. Конечно. Которая где-то около 40 тысяч рублей. Конечно. А вот у меня вопрос. За счет чего она растет? Ну, она растет как за счет повышения начальной ставки, естественно. Вот, тех мероприятий, которые новые системы оплаты труда, в том числе стимулирующие системы оплаты труда. За счет этого, но в ее компоненты входят все составляющие, в том числе и работа по совместительству, по замещению и так далее. То есть это не чисто оклад врача, а это вся заработная плата, которую он заработал на этом рабочем месте. Григорий Александрович, сколько у вас работают обычно, на скольких ставках работают ваши врачи? Мои врачи, начиная с меня самого, работают на 2 ставки в районе от 1,8 до 2 ставок как минимум. Она состоит из ведения непосредственного пациента, ну и так как у нас отделение экстренное, это закрытие дежурств и дежурантов, которые тоже где-то на То ставке. есть доктор работает сначала, выполняет свою работу, ну как бы основную, что ли, да, Да, как лечащий врач, да. лечит больных, Да. как лечащий врач, Да. а потом остается дежурить на ночь. Да. А утром опять приходит лечить больных. И такое И бывает. такое часто бывает. Да. И тогда, когда он на 2 ставках, у него получается приличная заработная плата, да? Да. Вот те самые там 50-60 тысяч рублей, да? В зависимости, конечно, от стажа, от состояния, в каком враче, но в этом районе, да, можно заработать. Андрей Иванович, у вас похожая ситуация? У нас ситуация абсолютно похожая. То есть, как минимум, если учитывать дежурство, у врачей по нашей специальности в стационаре от 1,5 ставок. Вот. И не могу не затронуть проблему гораздо, с моей точки зрения, еще более острую и критичную в кадровом разделе. Это средний медицинский персонал. То есть, конечно, формально зарплаты у средних медработников, они, так сказать, выглядят неплохо, но там речь идет уже о переработках совершенно колоссальных. Вот. Причем даже эти... Колоссально это сколько? Ну, около 2 ставок. Ну, Да, то есть и- это 80, грубо говоря, 80 часов в неделю. Ну, бывает такое, да. Но Александр. дело в том, что тут ведь, особенно в нашей отрасли, где, в нашем разделе, где вот именно уход за ребенком новорожденным, недоношенным, он имеет колоссальное значение, даже на фоне и врачебного, так сказать, компонента. И чисто физически, когда идет речь о работе с такой интенсивностью, вот те неизбежные, может быть, кажется, мелкие огрехи и невозможность соблюсти при таком ритме работы, так сказать, все позиции, но это может закончиться очень плохо. То есть появляются риски. Если медсестра устает, то появляются риски. Колоссальное. Что просто риски для здоровья того ребенка, которого она выхаживает. Да, да. Ольга Викторовна. Я как раз хотела сказать, что вот мы сейчас спрашиваем личное мнение 2 врачей. У нас буквально 20 апреля мы закончили изучение ситуации, что у нас в отрасли здравоохранения в республике происходит. И как раз 80% опрошенных медицинских работников, это сами врачи непосредственно, средний и младший медицинский персонал, нам сказали 80% повышения заработной платы за счет роста дополнительной нагрузки. Тут причина, она непосредственно в том, что в нехватке кадров, и в том, что уменьшается непосредственно Мы финансирование. сейчас нехватку Это кадров тоже. затронем. Ольга Николаевна, вы руководите большим центром, вы видите всю бухгалтерию. У вас тоже такая же ситуация? Ну, наверное, это ситуация во всех лечебных учреждениях, потому что одной из основных причин, почему такие переработки, а в нашем учреждении это 1,5, 1,8, нагрузка на персонал и Это средний. ставок 1,5, 1,8, да? Да, вырабатывают ставку и врачи, и средний медицинский персонал. Поэтому основная причина – это, конечно, дефицит кадров. А вторая причина – это то, что в медицину меньше, особенно вот к нам в родовспоможении, мало приходит мужского населения. Среднего персонала у нас никогда не было. Поэтому приходят молодые специалисты, а это замужество, декреты. С одной стороны, занятая ставка, мы на нее можем только временно принять, а с другой стороны, приходит недостаточное количество людей. Дефицит кадров. Представим теоретически, что зарплата была бы не 50, 70, 80, а 150 тысяч. И представим, что изменения можно было бы мгновенно произвести.
пришли бы люди или нет? Действительно ли зарплата имеет решающее значение? Или, может, профессия врача перестала быть популярной? Наверное, и это тоже имеет место быть, потому что в нашу специальность меньше приходит сейчас специалистов молодых, закончивших академию. То есть, если мы когда-то имели каждый год по 13-16 человек, приходящих в интернатуру после института, сейчас это 4, 5, 6 человек. А куда они идут, 8. если они к вам не идут? Они идут как Они какие-то идут коммерческие они учреждения? идут в организации? специальности, которые дают более быстрый доход. Какой доход? Где много коммерческих: окулисты, венерологи, потому что можно будет пойти куда-то. Ну, венеролог и в советское время был специальностью весьма Косметология. приоритетной. Это повод нет. Это повод, чтобы получить специальность дальше, косметологию, например, для Косметология. женщин. Да. То есть вот эти коммерческие, около медицинские, что ли, профессии, Ответственность хирургических специальностей, хирурги, акушеры, гинекологи, там, где рисков больше. То есть и в мире, и у нас время такое, что если есть осложнения, они бывают всегда и у всех, то приходится не только рассчитывать на какие-то дисциплинарные взыскания, но и моральный вред и так далее. Судебные процессы, в общем-то, имеют место быть в Российской Федерации. Поэтому ответственность, а заработная плата не сильно отличается. То есть... Анатольевна, вы часто общаетесь с врачами. Вот то, что мы сейчас обсуждаем, это что, заметно? Снижение квалификации, какое-то отношение, значит, к больным ненадлежащее. Это факт или это пока фантазия? Я сейчас внимательно всех слушаю и хотела бы немножко в другую плоскость перевести наш разговор. Все видят проблемы. Я член штаба Народного фронта регионального, и мы не первый год об этом говорим, и сколько раз проходят праймеризы, сколько раз мы опрашиваем мнение жителей региона. На моем веку это уже... общественном веку третий, да, сбор предложений, проблемных болевых точек. Ну, вы не можете сказать, что ничего не сдвинулось? Двигается. Но, наверное, лучше. от нас еще требуется, помимо признания вот этого всего, еще и возможность предложить для решения этой проблемы что-то. У нас есть две проблемы. Это отсутствие должного финансирования для каких-то вещей, Дмитрий Борисович меня поддержит. И есть, наверное, проблема человеческого фактора, которые тоже приводят к каким-то ошибкам, и коллеги со мной согласятся. Вот эти две вещи, конечно, можно потоками разруливать и пытаться с ними что-то делать. Что касается финансирования, да, конечно, существуют практики, когда НКО, занимающиеся помощью медицинским организациям, в качестве стимулирующего бонуса оплачивают какие-то вещи врачам, с которыми они совместно работают. И это, я думаю, всем известные факты, такое есть. Да? Это правильно? Это неправильно, но это как выход. Но при этом государство делает все возможное, чтобы субсидировать и помогать этим НКО точно так же наравне в партнерстве. То есть получается, что НКО доплачивают за работу какого-то врача, который нравится представителям НКО. Я правильно понимаю? Не похоже ли это... Некорректное слово «нравится». Ну вот, Дмитрий Ильич, не похоже ли это на... Некорректное слово «нравится». Есть программы, которые совместно реализуются. Не может медицина сегодня охватить все. Хотите примеры конкретные? Давайте будем разбирать. Один пример. Один пример, да. Поиск и оплата донорского материала для пациентов, которые нуждаются в трансплантации костного мозга. На сегодняшний день государство, если это и делает, то в очень маленьком сегменте. Этим занимаются благотворительные фонды. У нас нет своего большого донорского такого фонда, где бы мы могли перекрывать вот эту потребность на уровне Российской Федерации. Мы обращаемся за помощью в частные благотворительные фонды. Это правильно или неправильно? Жизнь так сложилась сегодня, что НКО, социально ориентированные, которые работают в этой сфере, медицинской сфере, они становятся равными партнерами. И если мы сегодня будем говорить, правильно ли, если НКО оплачивают услуги доктора для того, чтобы его привести к пациенту, это что? Нравится, не нравится? Или это может быть все-таки равное партнерство? Дмитрий Борисович, все-таки, вот вернемся к этим двум ставкам. Вот в Москве до недавнего времени, по крайней мере, Москва богатый город, это понятно. В Москве до недавнего времени правительство Москвы доплачивало, например, учителям за одну ставку. Доплачивает врачам. И в И Санкт-Петербурге здесь как? доплачивает. Возможно ли где-то найти источник так, чтобы не было такой перегрузки? Основным источником финансирования является фонд обязательного медицинского страхования.
в основном. Потому что те бюджетные объемы, которые у нас есть, это туберкулез, наркология, они ничтожны по сравнению с общей массой других средств. Вот из тех средств абсолютно возможно найти источники для того, чтобы достойно оплачивать работу и врачей, и медицинских сестер. Но для этого нужны механизмы. Механизмы, в первую очередь, принятые нормативно-правовые акты. Это возможно сделать на уровне республики? Дело в том, что на уровне республики изолированно это сделать нельзя. Вот, потому Москва же доплачивала. Потому что мы привязаны и к нашим показателям по дорожной карте, и к показателям других ведомств. То есть мы не можем сделать в здравоохранении заработную плату среднюю 90 тысяч рублей, а в образовании она останется 50. Ну, вот образно говоря, да? А в социальной сфере в Минтруда она останется 40. Напомню, что президент несколько лет назад поставил задачу поднять зарплату именно в образовании и в здравоохранении. Так, мы и понимаем. Все тоже говорили, а как же у нас? У нас поднялась зарплата в 1,7 раза. Поэтому только говорить за счет того, что за счет совместительства, извините меня, получается, что мы 2 года просто заставили врачей и медсестер больше работать, так что ли? Я вот с этим категорически не согласен. Не согласен. Вот. Потому что у нас укомплектованность кадрами не ухудшилась. Она не намного улучшилась за 4 года, на 1,8%. Это как бы немного. Да? Обеспеченность, есть такой показатель, как обеспеченность врачебными кадрами. То есть на 1000 населения у нас 39,7. Было 38,5. Российская Федерация 37,9. То есть мы чуть выше, чем Российская Федерация, и чуть поднялись. Я считаю, что первичная медико-санитарная помощь — это та помощь, которая у нас сейчас именно имеет проблематику в укомплектованности кадрами в том числе. И из-за этого она менее доступна, что вызывает законная... Объясните нам, что такое первичная помощь? Это поликлиники, образно говоря. Поликлиника, ФАП, врачебная амбулатория. Вот именно там у нас самые большие проблемы. У нас нет больших проблем по учреждениям так называемого 3-го уровня высшего. Это перинатальный центр, республиканская детская больница, Коми республиканская больница. Именно по врачам, по основным специалистам. Ну хорошо, Дмитрий Борисович. А если чуть ниже спуститься, там мы видим уже провалы. Человек хочет сделать банальная ситуация. Наверняка многие с ней сталкивались. Человек хочет сделать УЗИ, первичная помощь. Да, ему говорят, мы по очереди тебя поставим. 14 дней, максимальный срок ожидания. 14 дней. А если хочешь сейчас, вот там в том же кабинете надо деньги заплатить. Если заплатно, то сейчас. В том-то и дело, заплату. По крайней мере, там, где я живу, примерно так. Если деньги, то сейчас. Если, значит, бесплатно, тогда жди. Значит, скажите нам такие факты. Если это делается в это же самое время, то это категорически неправильно, это наказуемо уголовно. Административно, по крайней мере, если факты... Если это делается за пределами Дмитрий рабочего времени, все решили. тут вопрос другой. Если есть факты, мы к вам. Мы к вам с этими фактами. Теперь, что касается качества работы, это очень важно. Мы обсуждали, естественно, эту проблематику. Писанина. Откуда столько писанина? Проблема в том, что одна из сложностей медицинского практикума заключается в том, что наши действия необходимо зафиксировать, запротоколировать наши действия. Протокол у нас осуществляется в письменном виде, как в XIX веке. Да? То есть письменная речь – это сложная речь, и она занимает очень много времени для того, чтобы занять. Хирурги меня здесь очень понимают, когда выйдут из... Что можно сделать, чтобы из 19 Мне кажется, из 19 в века в 21 век можно перейти при помощи всех тех технологий современных, которые имеются. Это IT-технологии, оснастить... По какому адресу идти? Вы же совсем недавно были главным врачом больницы. Куда идти? В какие бюрократические организации идти, чтобы снять с врача часть этой работы? Никуда идти не надо. Все уже пришли, и все понимают, что делать. Дело в том, что Республика Коми, к сожалению, на данном этапе находится в 5 худших по внедрению системы информационного обеспечения. Так называемая Республиканская информационная медицинская система здравоохранения, РИАМ-СЗ. Были большие вопросы и проблематика внедрения ее, начиная с 13, 14, 15 год. Сейчас мы уже внедрили первый компонент этой системы, сдали реестры, все доктора об этом знают, прошла нормально. И как один из компонентов этой системы как раз это электронная история болезни, электронные базы данных на всех пациентов, электронная история болезни, электронная амбулаторная карта. Да, на первом этапе все равно придется дублировать. А
это прошли все регионы. Когда будет результат? Когда врачи ощутят на себе, что у них больше времени на больного, а не на бумаге? Я думаю, если вот так реально смотреть на вещи, я думаю, что реально это середина 2017 года. Ну, то есть не так год фактически. Ну, да? я Год думаю, вам что потребуется. Да. Вы понимаете, то есть это ведь... Коллеги, это ответ. Хотел бы добавить, значит, коллегу о том, что писанины, так называемой, действительно стало больше, потому что мы все больше и больше становимся правовым государством. Понимаете, у нас на все должно быть информированное согласие. С пациенту нужно все объяснить, понять, понял ли он это, расписаться об этом, зарегистрировать полностью ход операции и так далее и тому подобное. То есть у нас перспектив бумаг еще больше в перспективе, я так понимаю. Дело в том, что у нас и в советские времена, и сейчас со студенчества учили, что история болезни пишется для прокурора. Потому что в конечном итоге придется отвечать перед законом за то, что ты сделал. А если ты непонятно, что написал или не написал вообще, тогда ты этого не сделал. Сейчас мы больше работаем под менталитет эксперта, который нас будет проверять. Потому что не все же случаи криминальные врачи лечат так, чтобы была необходимость обращаться к прокуратуру. Но практически все истории уходят в страховые компании, где оцениваются врачами-экспертами и которые накладывают штрафные санкции. То есть уменьшают... То есть доктор работает в этой части все-таки не на прокурора, а на страховую компанию. Да. Но на страховую компанию он может особо не бояться, потому что с доктора с этого ничего не будет. С учреждения финансовой если он будет, а не с доктора. А если он будет опасаться? Если перед прокурором, вот если доктор почувствует, что здесь есть риски, может быть, он не будет принимать сложного решения, а может быть, тогда он будет держать в уме страховую компанию прокурора? Я обращаюсь к вам, как практикующим врачам. По действиям, по лечебным, я думаю, что такого нету именно в плане. Но вот в момент оформления медицинской документации такой момент может. А в лечебном процессе, когда непосредственно идет помощь пациенту, такое не очень держится в уме, потому что остаешься один на один с человеком, и задача все-таки помочь. Особенно, если мы берем детскую практику. Олег Александрович, а можно вопрос задать? Вот Да. Вы видите, как врач, здесь какие-то возможности, что есть, что можно абсолютно безболезненно убрать и больше времени посвящать пациенту? Или вы считаете, что это вот действительно все нужно, Нет, это неизбежно? Я понял. Конечно, есть возможности. И в частности, то, что регистрировать придется и какие-то моменты документировать, мы от этого не идем и с этим спорить это понятно. Мы говорим, приходится. насколько это целесообразно. Вот что вы можете убрать из истории болезни, без чего могли бы обойтись? Многие моменты можно перевести в видео-аудиофиксацию. Я понял вас. То есть речь идет фактически не о том, что что-то не записывать, а о том, что попробовать иные технологии, которые ускоряли бы процесс. Это, видимо, достижимые такие цели, что ли, да? То есть проговорил словами, оно тебе написало на бумаге. Это имеется в виду. И этот вариант было бы тоже неплохо иметь такое программное обеспечение. Ольга Николаевна, это проблема? Эта проблема, может быть, не столько нас касается, но вот я думаю, что все-таки повторимся, что запись в истории в любом форме, аудио, видео или это будет электронный вариант, она все равно нужна. Процесс сейчас как быстрее это сделать. Когда это будет электронная история, очень много справочников будет автоматически выходить. И даже протоколов лечения. Поэтому это однозначно ускорит процесс, где нужно только подчеркнуть, а не нужно руками выписывать и прописывать. А кто этим должен заниматься? Это будет заниматься врач в том числе. Нет, я говорю, есть же какие-то институты врач, федеральные, которые бы могли взять на себя эту работу. Это все делается на нашем уровне. Мы берем и опыт российских регионов и делаем это у себя. То есть, делается здесь у нас в республике. Да, просто есть некоторые механизмы, которые требуют времени. Таким образом, у вас же есть взаимопонимание. Вы же не против того, что говорят доктора, просто надо конкретизировать эти требования и двигаться программист дальше. Напишет то, что мы заказали. Да, я понимаю, мы должны это заказать в своих историях. Вы знаете, вот как руководитель отделения все-таки не могу на таком аспекте бюрократическом остановиться, да, с точки зрения врачебного этапа оформления истории болезни, да, просвет впереди нас ждет в виде электронного документа оборота, но на фоне этого дефицита средних медработников совершенно колоссальная нагрузка дополнительная именно на средний персонал, на сестринскую администрацию отделений. То есть там количество именно отчетов,
каких-то отчетов по предметно-количественному учету растет в геометрической прогрессии, и в результате, но это не сопровождается введением каких-то дополнительных, грубо говоря, чисто чиновничьих сестринских ставок. То есть у меня старшая сестра в отделении, она вынуждена брать на вечер, на ночь вот эту бумажную работу с собой, а в конце месяца она вынуждена отвлекать даже своих коллег от работы с больными для помощи именно в подведении вот всяческих балансов. Вот это отдельная большая проблема. Но ведь если мы с вами ведем электронную историю, когда автоматически назначения уйдут сестре, автоматически сестра пропишет, что она заказала в аптеку, из аптеки в бухгалтерию, к экономистам, к старшей сестре, это все будет автоматически, не надо переписывать вручную, это все пойдет автоматически. Ну, вот мы очень верим. верим. Так пройти. Эта работа уже идет. Информатизация должна решить вот это, ее основные вопросы. Во-первых, создать единую базу по пациентам и по их данным, там, полисы, СНИЛСы, чтобы они каждый раз вот это все с собой не таскали, и мы не искали это долго. Вот. И второе, это все-таки систематизация тех отчетов, которые сейчас у нас делаются вручную. И эта работа, еще раз я хочу понять, министерство ваше эту работу Оно проводится, оно уже и в части формирования ясны. Реестров уже завершена, мы уже сделали Это реестры, важно. в этом месяце первый раз сдали по новой программе. Теперь о кадрах. Вы говорите, нет медсестер, но мы начали с того, что зарплаты растут. Ну, наверное, имеет место некоторая дисбалансированность, разбалансированность пропорций, так сказать, в вознаграждении за труд внутри отрасли. То есть медсестры мало получают? Ну, тут можно выйти на очень многие интересные аспекты. То есть в цифровом выражении медсестры с хорошими категориями, с большим стажем получают формально по меркам нашего региона неплохо. Но до этого надо дорасти, до этого нужно пройти какой-то трудовой путь становления. А, к сожалению, молодые кадры, мы видим, что да, формула «хочу все и сразу». И соответственно, даже при наличии какого-то места, где есть более легкий труд, даже при более маленькой зарплате, но у нас очень тяжелая, конечно, вот сестринская работа в отделениях. Люди все равно идут туда на заведомо даже более низкую зарплату, но с более легкими условиями. То есть люди, работы. молодежь идет абы куда, даже получать там 10-15 тысяч рублей, только бы не иметь тяжелой работы. У меня Нет, тоже ну не таких 10-15. примеров достаточно, что сестры, получив достойную зарплату, скажу, 60 тысяч рублей, ну да, она работала, это выработанные числа, уходит на 10 тысяч, потому что интенсификация труда. Это один момент, так как они осуществляют непрерывный контакт с больным, в отличие от врача, он дисперсен, а медсестры непрерывно, они дольше находятся в контакте с больным. Это один момент, и все равно они получают меньше, чем раньше. Второй момент, конечно, статусность и престижность самой профессии медицинской сестры или медицинского среднего работника очень невысока, и она не увеличивается, как минимум, можно сказать, как статусность. Понятно. И вот это позиционировать, рекламировать и доносить важность сестринского труда или среднего медицинского работника, вот это слово очень не люблю. Хотелось бы очень. А как надо говорить правильно? Вот, например, ни одна Мне медсестра нравится себя не слово называет «сестра». медсестрой. Они как себя называют? Медицинский работник. Ну, сестра красивое слово. Ну вот Да, более считается такой вот теплый, чем работа. Хорошо. среди... Дмитрий Борисович, откуда республика берет кадры медицинские? Врачей, сестер? Врачебные кадры берет из республики. Это и выпуски нашего коми филиала Кировской госмедакадемии, которая, кстати, в этом году прекращает свою деятельность. Почему? Ну, потому что у нас открылся свой Сыктывкарский госуниверситет. Было принято решение, что вот как бы содержать, не нами, содержать два университета на одной территории. Говорят, что университетский факультет пока не встроен вот в эту систему медицинскую. Например, Ну, почему же не практику негде встроен? проходить. Во-первых, прошло только 3 года. 3 года прошло. Во-вторых, мы обучаем там как наших целевиков, так и контрактников. То есть республика платит конкретно 120 тысяч рублей в год за того, чтобы выучить этого студента. И как раз это является одним из выходов, что этого студента на выходе мы сможем все-таки привлечь туда, куда он был изначально приписан, там, где он требуется. Привлечь как? Он же не уедет, он же имеет право уехать, распределения нет. Выплатить деньги, которые на тебя потратил государство. Он Да, ты уедешь, подписывает конечно. контракт о том, что Конечно. если он не будет работать там, Да. где договорился, он возвращает деньги. Да, либо если он отработал с какое-то время, возвращает пропорционально. Вот.
Поэтому раз. Второе, Кировская медакадемия 2. Потом те профильные вузы, Кировская медакадемия закрывается. Нет, коми-филиал закрывается, а академия-то остается. Но просто Она востребована у речь идет нашего о том, что кадров не хватает. Тогда у меня вопрос. Если открывается Кадров не хватает одно каких? учебное заведение медицинское, зачем закрывается другое? Ну, это Речь шла вопрос с самого начала, что не Кировской хватает ни врачей, академии, ни то сестер. есть, почему они решили закрыть здесь свой Это их решение. Ну, конечно. Это вопрос Конечно. проще, зачем было открывать факультет в университете, когда была Кировская академия. Я думаю, То есть что... это дискуссионный вопрос. Я думаю, что это дискуссионный. Вот мы поэтому... Но Решение-то дискуссионный, уже принято, хотел уже бы решение добавить, принято, можно это я закончу? Значит, еще у нас есть профильные вузы под Министерством здравоохранения Российской Федерации, которые дают нам целевые направления. Это и Северная медакадемия, это Архангельская, это Санкт-Петербургская педиатрическая академия. Был еще до недавнего времени Ивановский институт, Ижевская академия нам дает целевые места. То есть это вот основные наши поставщики кадров. Причем Северная медицинская академия Архангельск отличается, и она выгодна нам тем, что оттуда идет наиболее большой процент возвратившихся выпускников. Что с выпускниками? Они лучше, хуже становятся? Ну, знаете, принято считать, что они становятся хуже. А вы работаете и в с ними, наше с выпускниками? время, и прежде, и сейчас есть выпускники разные. И поэтому есть и очень хорошие, независимо, где они обучились. Есть и Москва, и Санкт-Петербург, которые не хотят остаться в специальности, они уедут и уезжают. И наша филиалка. Когда-то мы думали, что филиал будет выпускать не очень качественных специалистов, но сегодня это основа наших медицинских кадров всей республики. Поэтому очень много нельзя зависит... сказать, что система образования не решает свои задачи. Решает. Решает свои задачи. И именно наше местное, ну, раз принято решение, мы его давайте не будем обсуждать, будет в университете медицинский факультет, да, то, по крайней мере, мы будем надеяться на него. Все-таки планируется, что сейчас очень большие проблемы с кадрами педиатров везде. Поэтому мы бы хотели, чтобы в университете открылся педиатрический факультет тоже. Как когда-то решил проблему с врачами филиал Кировской академии, так мы надеемся, что через несколько лет будет решен вопрос все-таки с нашим университетом. Кто над этим работает, над этим вопросом? Уже работает. И СГУ работает, и мы работаем. Вот и поэтому... медицинский факультет СГУ, который сейчас существует, тоже они этим вопросом занимаются активно. А как вы можете повлиять на решение университета, если он находится в системе Министерства образования? Ну, мы же с ними партнеры в этом отношении. Поэтому мы решаем партнерские. Соглашение подписали о взаимодействии. Значит, соответственно, и организовали клинические кафедры в наших учреждениях. То есть вот эта проблема, она была решена. Сейчас мы сделали республиканскую детскую больницу уже клинической больницей. Это большой статус. И поэтому все эти шаги направлены на то, чтобы партнерски взаимодействовать. О чем хочется сказать? Конечно, вот нынешняя система, если так выйти за пределы немножко медицины, нынешняя система высшего образования, ЕГЭ, иногда производит впечатление хорошо такого отработанного конвейера по стимуляции оттока молодежи из регионов. И, конечно, очень хочется верить и хочется пожелать, чтобы вот, медицинский институт в составе университета, чтобы он был на высоком, хорошем уровне. И, конечно, вот, сильный региональный университет – это вообще один из последних окопов на пути, но, грубо говоря, оскудевания региона. А вот на селе совсем тяжелая проблема, если даже из города уезжают. Как быть с селом? Вы знаете, не везде одинаковая ситуация. Мы видим ситуацию по городам разную. Допустим, взять Сыктывкар и взять Воркуту. Совсем разная ситуация. Даже взять Ухту ту же самую. Вроде бы город за 100 тысяч, много предприятий, которые, значит, финансово обеспечены, но тем не менее Ухта наиболее провальный регион, город, где у нас страдает первичное звено, то есть поликлиники. А почему? А потому что врачи идут за более легкой, высокооплачиваемой работой в те же самые структурные подразделения тех предприятий, которые работают. То есть в Ухте есть те места, куда врач может перейти на большую зарплату. Понятно. Вот. А в селе? А в селе тоже, значит, есть сельские поселения, где хорошо развита инфраструктура,
и дорожное, в том числе и жилищное, и местные власти. Мы же сейчас с властями работаем в тем, что они должны решать Как жилищные вы вопросы. работаете с властями? Это очень интересный вопрос. Как вы с Мы ними подписываем работаете? соглашение с ними о том, что они обязаны предоставить жилье медицинским работникам, которые работают в территории. Поэтому они предоставляют жилье, все, врач закрепляется, и в таких сельских поселениях, значит, муниципальных образованиях... Это не уникальные эпизоды предоставления жилья. Это, Нет, это не рабочая уникально, практика. это да? уже больше система. Хотя 2 года назад это было уникально. Сейчас это система. И есть перспективы дальше. Вы представляете, сколько жилья примерно будет использовано на эти нужды, на эти цели, да? У вас есть понимание? Ну, у на нас этот есть год, на понимание в следующий? потребности, сколько нам нужно еще А укомплектовать. сколько нужно? 738 врачей 738 по врачей. республике. И вы хотите на это 738 квартир? Нет, почему? У нас же это как один из механизмов, значит, предоставления жилья. Потом в учреждениях широко используются собственные меры, которые мы разрешаем делать. То есть они оплачивают арендуемое жилье своим врачам. А вот так называемые, грубо говоря, миллионщики, молодые врачи получают подъемные. Это работает техника? Это работает. Нам за годы работы этой программы, вот за 4 года, удалось привлечь более 140 врачей на данной территории. Таким образом, на 21% повысив обеспеченность врачами на селе. Но мы сейчас сталкиваемся с опасениями о том, что значительная часть их может там не остаться. А у нас уже подходит срок. 16-й год – это первый год. То есть они воспринимают миллион фактически как повышение к зарплате, да? Ну, они воспринимают миллион как некий стартовый капитал, который можно вложить в квартиру в Сыктывкаре, оттянуть лямку 5 лет и вернуться себе спокойно и работать уже здесь. Потому что здесь вакансий для них хватит. Наверное, еще на несколько лет точно. Вот это так. Хотя сейчас на уровне Российской Федерации приняты меры, которые в корне могут решить вопрос обеспеченности врачами первичного так называемого звена, о котором я говорил. Это поликлиники, сельские, районные, городские. Когда после окончания академии врач сдает аккредитационный экзамен, по сути уже готов к работе и идет на работу без интернатуры в первичное звено, в поликлинику. Отработав там определенное количество лет, не менее 3, по решению руководства больницы, то есть уже больница сама заказывает, а кто ей нужен? Не Минздрав за них думает, там не Минздрав России тем более, а сам главный врач, так, мне нужно вот эти, вот эти, вот эти. Значит, он их может направить на обучение в ординатуру, 2- либо 3-летнюю. После этого врач уже может быть узким специалистом. Татьяна Анатольевна, вы профессиональный, я говорю в кавычках, пользователь. Не как граждане приходят к врачу, а вы организуете работу по помощи большому количеству детей. Вот в этом смысле профессиональный пользователь. Вот у вас какие главные ощущения? Вот, скажем, в Коми, вот я вижу здесь выдающихся врачей. Этого хватает, этого потенциала, лечебного потенциала? Или вы смотрите куда-то дальше, в Москву, за границу? Мы смотрим туда, где помогут нашим детям. Вот я это и говорю. Вот в республике Могу сказать, что в республике помогают? за последнее время у нас сложился конструктивный диалог с исполнительной властью. Мы друг друга слышим. У нас нет, наверное, любви взаимной трепетной, но мы друг не друга надо любить слышим. власть. Это И извращение мы любить власть. решаем вопросы, которые помогают нашим детям своевременно получать помощь медицинскую. Не все может наше Министерство здравоохранения, но совместными усилиями мы эти вопросы решаем. На сегодняшний день, благодаря совместной работе, мы вышли на то, что по кардиологии наши пациенты лечатся не в 2 федеральных центрах, как это раньше было Санкт-Петербург и Москва, а пациент может выбрать ту клинику, которая ближе ему по профилю. И на сегодняшний день огромное количество детей, та огромная очередь, которая была создана по стечению обстоятельств из детей, требующихся оперативных операций на сердце, она рассосалась, потому что у нас есть Калининград, у нас есть Томск, у нас есть Новосибирск, есть Санкт-Петербург, Москва продолжает с нами работать. Дети получают своевременно, и смертность от пороков сердца у нас снизилась практически до 0. Онкологические центры, которые тоже помогают нашим детям, РДКБ, новый ФНКЦ Дмитрия Рогачева, то же самое Санкт-Петербургский институт имени Горбачевой Раисы, они все открыты.
То есть у нас делают трансплантации своевременные, мы выхаживаем, у нас смертность от онкологических заболеваний у детей уменьшается. С точки зрения травматологии, с точки зрения нейрохирургической какой-то помощи, возможности открыты. Да, Министерство здравоохранения выделяет квоту, но не всегда есть возможность у родителей оплатить дорогу к месту лечения. Не всегда есть деньги для того, чтобы оплатить услуги, либо создать условия для сопровождения реаниматолога. Фонд подключается. Да, не всегда в условиях, скажем, созданных сегодня в Министерстве здравоохранения есть возможность сегодня срочно купить дорогостоящий препарат. Нужно проводить систему аукционов и тендеров. Тогда подключается фонд, и мы благотворительно объясняем, почему мы это делаем. Месяц прикрывает фонд, дальше включается система обеспечения Министерства здравоохранения. Конечно, бывают ситуации, когда, может быть, мы не с первого раза друг друга слышим, но если смотреть в общем, конструктивный диалог, он дает хорошие результаты. Дмитрий Борисович, мне кажется, что слышать – это похвала. Спасибо. Мне кажется, я правильно понимаю? Все совсем непросто, но вы знаете, да, я Тем считаю, не менее, что это вот очень редкая ситуация, то, что мы я сейчас считаю, наблюдаем. что данная форма, она у вас нормальный наиболее контакт. приемлема сейчас для системы оказания медицинской помощи. Нормально у вас контакт? Абсолютно. Абсолютно. Ольга Викторовна, мне кажется, что не так все, страшно. Не так все страшно. Смотря где. Смотря где, да. Да, вот мы сегодня достаточно много... Мы не полезли далеко в глухие городки и села, конечно, да. Вы знаете, куда бы мы ни полезли... Куда вертолетом-то не долетишь, мы в любом случае как понимаем, что проблем достаточно много. И мы ведь о них говорим не для того, чтобы произнести, да, понимать, что делать, потому что проблема может решаться только в одном случае, если она признается и понимается. Поэтому очень важно понять, а почему мы сегодня в такой ситуации находимся. А мы находимся с вами в ситуации, несмотря на все предпринимаемые решения, что у нас, к великому сожалению, и доступность, и качество медицинской помощи, я сейчас говорю не только о Республике Коми, в стране, она падает. И здесь я вижу несколько причин. Первая заключается в том, что нам очень не хватает правдивости. Это, оказывается, очень сложно произнести те реальные данные, те реальные цифры, те реальные показатели и сказать о том, что да, этим сегодня нужно заниматься. Второй очень важный момент, и вот мы сегодня говорить можем, и предлагая самые разные варианты, заключается в том, что, к сожалению, вот, та система здравоохранения, которая у нас выстраивается, она заточена на получение экономических и финансовых эффектов. Я не вижу вот, как бы в системе тех основательных мер, которые бы позволяли именно доступность и качество обеспечивать. И здесь, конечно, вопросы в первую очередь становится финансирование. Вот когда мы говорим, что регион должен сделать, то я считаю, что ответственность федерального уровня, да, вот Дмитрий Борисович сегодня говорит о очень многих вещах, давайте вопрос поставим, а сегодня у региона есть ресурсы для решения этих задач, а их нет. Поэтому спрашивать и не признавая о том, что сегодня этих ресурсов нет, это, я считаю, что тоже безответственность. И еще один очень важный момент, на котором я не могу не остановиться. Вот когда мы обсуждали вопрос Кировской академии, Ольга Николаевна сказала, решение принято, не будем обсуждать. Надо обсуждать. Потому что не могут решения приниматься кулуарно. Потому что решение принимается, извините, нужно просчитывать последствия, нужно понимать, зачем ты это делаешь. И если ты принимаешь решение, которое приводит к негативным последствиям, то за эти решения тоже нужно отвечать. Но я не могу не сказать, что, в принципе, вот по большинству этих вопросов, что касается кадрового обеспечения, о чем Дмитрий Борисович сегодня говорил о решении, и лекарственного обеспечения, вопросов скорой помощи, вопросы высокотехнологичной помощи, паллиативной. Сегодня даны очень серьезные поручения, каким образом сегодня эту ситуацию можно исправить. Поручения даны президентом Российской Федерации. Да, это очень важно. Кем даны поручения? Как раз предложение Народного фронта. Спасибо, уважаемые участники. Мы обсудили небольшую часть тех проблем, которыми сталкиваются граждане в сфере здравоохранения. Часть вопросов решается, это очень хорошо, часть нет. Я думаю, что то, что вы сказали насчет правдивости, насчет реальных данных, это очень важно. Не надо стесняться говорить то, что есть на самом деле. Пока мы не будем говорить то, что есть на самом деле, у нас ничего не получится. Это очень важно. Очень важно, вот эта открытость, она должна быть между разными активными группами.
населения, группами элиты. Дурацкое слово. Вот здесь у нас в регионе, в Республике Коми. Правительство, исполнительная власть, законодательная, муниципальная власть, общественники, благотворительные организации и так далее, и так далее. Вот это все должно работать вместе на качество жизни людей в республике. Вместе. Полагаться только на власть или только на врачей, о чем вы сказали, нужна технология. Так не получается. Будем работать дальше. Такова вот сегодня структура момента в Республике Коми. Увидимся через 2 дня. До свидания.